Через 2 часа я был арестован. Это было, кажется, 4-й арест. И вот эта всемилостивая, она меня сопровождала и оберегала 18 лет советского лагеря и всего прочего. Это была ненасытная пища для меня. А когда я стал литургисать, уже я священником опять на свободе, я ощутил ее особенно сильно на литургии и на всеношных. Вот она, эта молитва, которую отцу Сампсону дал сам преподобный Серафим. Всемилостивая, владычица моя, Пресвятая Госпоже, Всепречистая, Дево, Богородица Мария, Мати Божия, не гнушайся мне, не отвергай мя, не остави меня, не отступи от меня, заступись, попроси, помози, прости, Госпоже. Меня отправили в Печорские лагеря. И там было много верующих людей. И вот такая возникла мысль у нас там, чтобы на Пасху провести службу. Хоть одну утреннюю. Литургии нет, а утреннюю, пасхальную утреннюю. И вот я начал энергично это там все. Стали там писать с моих слов Ирмоса канона пасхального и все тоже. Стали разучивать так, все собираться. И вот в помещении, где стирают и гладят белье для заключенных. Оно такое большое помещение, устроили там, соорудили такой крест из этого, пошили мне подрясник из старых простыней. Потом крестик такой сделали. И мы стали совершать пасхальную службу. Но вот тут что произошло. Служба кончилась, и тогда только меня взяли и посадили в карцер. Да. Но потом эти охранники говорят, мы давно услышали, но так хорошо у вас все было, что мы дали вам дослужить. Ну, а все, конечно, были удовлетворены, у всех, я там громко кричал, Христос воскрес, все отвечали, все почувствовали праздник. Это было в 1938 году. На 102-м квартале в Коми. И Олбинский участок. Иду с кладбища, смотрю, на конюшне выходит из железной трубы дым. А, думаю, здесь кто-то живет. Я захожу в конюшню, смотрю, постель, на постели лежит жеребенок. Покрыт одеялом, и только головка выглядывает, посмотреть на меня. Я подошел к нему, погладил. Посмотрел эту келью, говорю, я подумал, что здесь живет непростой человек. Через некоторое время, я там немножко обогрелся, печка топит, входит молодой человек высокого роста. Вот я ему говорю, скажи, пожалуйста, почему у тебя же ребенок на кровати? А он таким голосом резким, как владыка всегда служил, таким чистым, грудным голосом произнес мне, это, как он сказал, сиротка. Его мамуш, говорит, сломала ножку на вывозке леса, и ее по лагерному обычаю зарезали и
по 10 грамм мяса раздали заключенным. И ожидала участь этого ребенка. Я пожалел, взял его на воспитание. Я вижу, что ты непростой человек, я ему говорю. Он говорит, да, я иеромонах. Я говорю, где же тебя постригали, что ты такой молодой же иеромонах? Сколько тебе лет? Он говорит, 28 лет. Он 10-го года рождения. Это был 38 год, считайте. Точно 28 лет. Я говорю, скажи, как же ты попал сюда? Он говорит, я уже второй раз. Я первый раз отбывал на Воркуте, открывал шахты. Он мне сказал, что я второй раз был как бы за определенное место жительства и занятий. Статья 7.35. Это статья, которая жулики из веку заключенный, который было впоследствии, он был патриархом. Многое нам неизвестно, ибо утаено самими подвижниками. Образ умиления Божьей Матери, перед которым благоговейно молился до своей кончины преподобный Серафим, является главной святыней Серафимо-Дивеевской обители. Святейший патриарх Пимен покойный знал о его нахождении, но принять его к себе в покое не мог. Он не был уверен, что там он сохранится. Поэтому он благословил, чтобы он сохранялся у меня в доме. И вот он сохранен. Загнали в монастырь. Куда бы я не пошла, отсюда выгнали, на родину жила. Никак, никуда к сердцу не лежит ни к чему. Только всегда помню, что было в Дивееве, так хожу, одно и только все. Да. А потом приехала тут после войны. И вот хоть и монастыря нет, и молитвы нет, и ничего. Вот сижу в этой избушке, выше соборы, и спасаюсь. А куда не поеду, погибаю. Вот прямо тут хватает меня. Прямо так, Господь знает, как это будет. Я вот лежу вот так ночью, одна лежу, сплю, и вдруг слышу сквозь сон. И, слушай, вот так она, слушай. Я слушаю. Сейчас будет речь самой Царицы Небесной. И тоже заговорила такой умилительный голосочек. Говорит, это Гаткелия. И эта местность поднимут всю вселенную. И все. Вот мама Россия. У меня сердце как гром бьется. Я встала. Матерь Божья, я ничего не знаю. Да. Никого нет, такие слова. Да. Нет, не исчезли святыни в безвестности, не сгинули среди ночи.